Синоптики обещают жаркую погоду, и многие одесситы, да и гости города поспешат понежиться у моря. Но, к сожалению, иногда отдых у воды заканчивается трагедией. Только в июне этого года в водоемах Одесской области утонули 9 человек, из них 3 детей. Всего с начала текущего года сотрудники морского координационного аварийно-спасательного центра в Одесской области спасли жизни 16 человек. 38 утонули, 4 дети. Цифра говорит о том, что, к сожалению, люди не подготовлены. Особенно люди, которые прибывают к нам на море с глубинных районов Украины, то есть люди, которые не умеют плавать. Волна буквально 2,5-3 балла, которая идет накатом на берег, сбивает людей, особенно детей, с ног. 254 спасателя. Именно столько с начала сезона подготовили в морском координационном аварийно-спасательном центре области. За 3 дня по специальной программе добровольцы обучаются, как правильно подплыть к тонущему человеку, как его вытащить на берег, как оказать первую медицинскую помощь. Но самое главное – психологическая подготовка. Олег Николаевич во время работы в пограничной службе сам не раз спасал тонущих. За один из случаев даже был награжден медалью. С берега подул очень сильный ветер, и люди, которые находились на матрасах, на всяких там камерах, на резиновых, так, их немедленно очень быстро уносит в море. Они не успеют оглянуться, когда уже берег далеко, и уже и бросить этот спасательный круг очень сложно, да еще если плавать не умеешь. Поэтому, значит, вот такой случай был, и мы практически где-то в 10-мильной зоне, значит, нашли девушку, которая приехала с Западной Украины, которая вот в таком состоянии на круге находилась, держалась последних сил. Вот мы ее спасли ей жизнь. Однако надеяться на всевидящих спасателей мало. На одесских пляжах установлены щиты с правилами поведения на воде. Но, несмотря на это, мало кто из отдыхающих готов перечислить все пункты. Уметь плавать, хорошо держать себя на воде, ну и далеко не уплывать. Наверное, не купаться в холодной воде. Я круглый, не тону никогда. Спиртное нельзя пить. Употреблять наркотики нельзя нырять на мелкоте, да? Что, детей не пускать на большие волны, да? Нельзя баловаться, нельзя толкаться в воде. Еще, вот если вот играешь, нельзя друзей топить в воду, потому что они могут утонуть. Чаще всего люди погибают при купании в необорудованных и не приспособленных для этого местах. В большинстве случаев гибнут люди, которые умеют плавать и заплывают далеко от берега, переоценивая свои физические возможности. Случается, когда отдыхающие, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, теряют самоконтроль и гибнут в воде. Поэтому не будьте беспечными, чтобы не лишиться жизни.